Работу дальнобойщиков невозможно переоценить. В пути им встречаются разные трудности – пурга, наледь, бездорожье либо неожиданные поломки. А в конце пути их и долгожданный жизненно необходимый груз ждут жители удаленных северных районов. Продолжительность пути порой занимает месяцы, поэтому кабина машины им становится домом, который они держат в чистоте и уюте. После Нового года выходишь из дома, и весной только квартал один получается, до апреля месяца конца. Для водителя, дальнобойщика, главное комфорт, да? Чтобы досуг был, типа планшет, фильмы посмотреть, пока отдыхаешь. Ну и шкафы, полки, кровать, чтобы мягкая была. Там вещи. Двухъярусная кровать? Да, нет, да, двухъярусная получается. Чтоб, если есть второй водитель, чтобы он там спал или помощник. А как вы кушаете в тех местах, где, допустим, нет чайных? Сами готовим. Печка газовая, сюда ложим. И газета или простыней накрываем, чтобы жир не попадал от масла. Открываем люк, чтобы выходил пар, чтобы конденсата не было. Так и живем, готовим, кушаем и дальше. С проблемами справляются своими силами, прокладывая дорогу через снежные заносы. Поэтому важно быть мобильным и ориентироваться в разных сферах. И мотористам, и агрегатчикам, автоэлектрикам, шиномонтажникам. То есть, все специальности он должен знать азы, да, вот эти вот основные. Потому что едешь один, нигде связи, во многих участках нет связи. У нас вот у водителей неписанный закон, конечно, обязательно останавливаться, спрашивать, что случилось, да, если нужна помощь, то есть это обязательно. И ведь правда, с якутским суровым климатом и большими расстояниями это чрезвычайно важно. У каждого дальнобойщика много примеров, когда неписанный закон водителей не раз выручал. Как-то у меня солярка замерзла, а фильтров запасных не оказалось. Вот один остановился, у него как раз были фильтра новые. Вот так. Чудо. У каждого водителя имеется своя традиция перед дальней дорогой. Одни просят благословения, другим важно создать максимальный уют. Оладьи у нас помогает, как бы баяная, кормим и всегда просим, чтобы у нас всегда было хорошо. Далекий путь очень сложный бывает. Очищение мы, когда новые машины покупаем, делаем еще, когда или бушные машины, когда покупаешь, очищение делаешь. У нас в каждой машине обреги стоят, якутские обреги, и мы вот этим обрегом молимся и просим хороший путь. Эссэх для дальнобойщиков не просто приятное времяпрепровождение. Так они закрывают очередной сезон, делятся историями и налаживают связи. Так на мероприятии прошел парад машин, обряд алгыз, различные спортивные и культурные соревнования. Были подведены итоги и вручены заслуженные награды. Марферина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск.